почему бы не сделать? Вот вы если говорите, что там ситуация очень такая плачевная и нужно быстро реагировать. Давайте сделаем 20 лотов, 78 населенных пунктов, пусть будет 78 отдельных лотов для того, чтобы участвовали и наши отечественные бизнес-партнеры. Потому что когда вы охватываете большой, ощущение, что вот вы преднамеренно это делаете не в интересах нашего отечественного бизнеса, который не может быть таким большим. Вот только вот этот вопрос, а не то, что там ситуация очень плохая. То, что по Кыргызстану ситуация плачевная, мы знаем все. Почему нет маленьких лотов и почему, предположим, Балыкчи, который уже установил подобные камеры, до сих пор не может присоединиться к программному продукту? Спасибо, да. По поводу Балыкчи сразу отечи пока от не ушли. Балыкчи на самом деле обратился, сейчас мы отрабатываем, мы обратились в Инфоком, чтобы технически синтегрировали, сейчас запросили с их стороны, чтобы дали тех спецификации, технических специалистов, мы сейчас ждем наоборот Балыкчи, чтобы они к нам подключились. С нашей стороны каких-либо препятствий здесь не создается. По поводу того, сколько лотов будет, сейчас мы не готовы ответить. Вот как раз таки вот мы ждем подобного рода предложения, может быть, делить на какие-то лоты. Но следует отметить, что вот мы же показывали статистику, да, по дорогам. Если мы будем делить на очень мелкие лоты, не исключается риск того, что некоторые лоты они будут просто коммерчески невыгодны. Допустим, где-то там на Рынской области на трассах, ну просто никто не придет туда, потому что там будет коммерчески невыгодно, хотя нам нужно. Поэтому нам вот при подходе по определению лотов необходимо также учитывать вот эту часть. Тогда у нас получается очень кривое технико-экономическое обоснование, и на каждый отдельный участок свое. И очень многие у нас проваливаются, потому что там, говорю, маленький транспортный поток, но имеется аварийность. Соответственно, его надо будет объединять с более рентабельными. Это очень сложная работа, но мы учтем это при ваше предложение при разбивке на лоты. По поводу коммерческого интереса, коммерческого интереса, конфликта интереса, то, что вы сказали, не будет ли такое, что кого-то фиксируем, кого-то не фиксируем. Система работает в автоматизированном режиме. Система сама не определяет, на кого формировать постановление, на кого не формировать постановление. Перед системой все равны. Соответственно, какие-либо отказные материалы, допустим, если там, как машины экстренных служб по поисковым маячкам проезжают, они переносятся так называемые отказные материалы. После этого идет совместно с подрядчиком на ежеквартальной основе, либо там сверка по вот этим отказным материалам. Соответственно, заинтересованность того, чтобы там не злоупотребляли этим, есть как со стороны заказчика, потому что в этом случае, тут это серьезное нарушение, тут, мне кажется, уже даже под уголовное нарушение, там, если большие объемы, там можно будет. Соответственно, это заказчик, Министерство финансов, ГОБДД и сам поставщик будут совместно производить вот эту сверку по отказным материалам. И вот как работает центр мониторинга, у них тоже нет возможности там какие-то свои машины отказывать, либо не отказывать. Говорю, по каждому отказному материалу будет проводиться, соответственно, соответствующая сверка. Поэтому тут рисков злоупотребления, мы не думаем, что здесь большие риски есть.